Добрый день! Вы смотрите программу «Акцент». В студии работает журналист Елена Потоцкая. Сегодня мы беседуем с руководителем общественной организации «Аңардас ағалар. Одинокие отцы» Спиридоновым Иннокентием. Что побудило создание общественной организации «Аңардас ағалар»? Кто, какую поддержку оказывает мужчинам-общественникам? Как решается вопрос по выделению земельных участков одиноким отцам? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Иннокентий Николаевич, добрый день. Добрый день. Пожалуй, мы нашу беседу начнем с истории создания вашего объединения. Пожалуйста, расскажите, что побудило вас, одиноких отцов, объединиться в общественную организацию? Мы, одинокие отцы, состоим на учете Ягумо подросток. В прошлом году на втором съезде нас избирали на втором съезде отцов делегатом, и мы приняли участие, высказывались свои мнения. И по ходу съезда мы узнали, что общественной организации, таких как «Одинокие отцы», не существует. И я решил создать для одиноких отцов общественную организацию. Сейчас мы проходим полностью, делаем уставы. Оформляете документы, Оформляем документы. И были несколько встреч. Нас хорошо поддерживает Министерство по делам молодежи и по семейной политике. То есть вы как некоммерческая организация, да, организовываетесь? Мы сейчас, да, как некоммерческая организация. И цель наша одиноким отцам помочь получить участки, которые действительно есть отцы, которые имеют 3 и более детей и не имеют ни клочка земли, ни своего собственного жилья, и живут до сих пор, снимая квартиры. Я в таком же ситуации сам был, поэтому я решил помочь отцам-одиночкам. Я знаю, что вы недавно встретились с министром по семейной и молодежной политике Иваном Луцканом. А что за встреча была, что там решали, какие вопросы? Меня пригласили в Министерство по делам молодежи и семейной политики. Там присутствовали Сава Анатольевич Михайлов, а также Иван Луцкан, министр по делам молодежи. Из мэрии приглашали, с мэрии приглашали. Там Попов Игнатий Пионерович был, из департамента земельных отношений. И мы ставили конкретный вопрос, можем ли отцы-одиночки получить участок и создать таким образом, как СОТ для одиноких отцов. Моя цель и задача сделать одиноким отцам не только земельные участки, а построить еще в нем коттеджный поселок, маленькие домики 6 на 8, полностью соответствующие по технологии и полностью газифицированно, электрифицировано, чтобы было, и туалет было. В дальнейшем они сами, если хотят построить добавочно что-нибудь там, уже сами построить. А первоначально мы хотим где-то 50 домов построить одиноким отцам. Это где, в каком районе? Мы первоначально просили в районе Атас и пригород. Между этими есть участки. Оказывается, там все занято. И нам предложили сейчас между Табагой и Атасом. Там есть участки хорошие. И на нем можно построить не то что 50, там более домов, наверное. То есть соответствующая и инфраструктура, наверное, будет, школы, детские сады последующие, да? Раз такой поселочек будет 50 домов. Конечно, хотелось бы, чтобы и был и детский сад, магазин и так далее, чтобы отцы-одиночки, уходя на работу, например, оставляли детей куда-нибудь далеко, чтобы не отводили, детские сады не искали. Инфраструктура, чтобы была, тоже хоть и полностью, и свет, чтобы была, и дорога, чтобы сделана была. А так
Насчет участка, сейчас вот идет оформление документов, мы должны сделать и устав на нем соответствующий, чтобы получить этот участок. И отец одиночка, который сейчас имеет зарплату 25-30 тысяч, он никак не может накопить на строительство своего частного домика. И вот поэтому мы хотим как-то сотрудничать с каким-нибудь банком и в малых процентах получить кредит. Иннокентий, вот вы говорите, что будете строить эти дома. И каким образом будет кто-то строить это? Или я знаю, что вы предприниматель-строитель, у вас свои какие-то планы в этом ракурсе? Да, я более 20 лет занимаюсь строительством частных домов, бань, гаражей. И поэтому не составит труда, наверное, построить. Я за одно где-то думаю, что успею построить все эти дома, лишь бы было финансирование. В дальнейшем, вот отцы-одиночки, которые получат эти дома, я думаю, с удовольствием заплатят эти кредиты, которые дадут нам на малых процентах. А сколько сейчас в данное время насчитывается одиноких отцов? Одиноких отцов по всей республике где-то 8300, но это предварительно, но мы сейчас именно через Министерство по делам молодежи дали полностью запрос на каждый улус, на каждый поселок, на каждый город, чтобы сделать уточнить именно сколько отцов одиноких имеется в нашей республике. Наша вся задача, чтобы в республике было как меньше отцов-одиночек. Спасибо вам, Иннокентий, за интересную беседу. Это была программа «Акцент». До встречи в эфире.